Визит к онкологу для Казират Оздоевой уже в порядке вещей. Онкологию у нее обнаружили чуть больше года назад. Женщина обратилась в больницу с жалобами на боли в сердце. При обследовании у кардиолога анализы показали подозрение на рак. До обследования в онкодиспансере диагноз подтвердили. У меня внутрипроточная папиллома. Потом мне назначили лечение. 2 месяца я пролечилась. Потом, как обычно, мы любим делать, чуть-чуть задержалась. Опять сделала УЗИ, пришла. Вроде бы чувствую я себя лучше намного. Рак молочной железы по статистике является самым распространенным видом рака среди женщин. Это второй по частоте тип злокачественной опухоли в мире. Ежегодно диагностируют более 1,5 миллиона новых случаев заболевания. И не всегда на ранних стадиях. Вначале он часто протекает бессимптомно. Сама болезнь может симулировать другой процесс. Чаще всего это заболевание протекает бессимптомно. Для того, чтобы определиться, чтобы понять, чтобы себя обезопасить, даже если этот процесс есть, чтобы на ранних этапах выявить и адекватно, радикально вылечиться, каждая уважающая себя женщина должна хотя бы раз в год проводить обследование себя в условиях больницы. Надежного способа предотвратить рак не существует, поэтому основная рекомендация врачей – регулярно проходить профосмотры. Сделать это можно во время диспансеризации или в дни открытых дверей в онкодиспансере. В рамках диспансеризации, куда адаптированы мероприятия по раннему выявлению рака молочной железы, это маммография, рентгеновское исследование структуры молочных желез, которое позволяет при грамотном исследовании и четком анализе выявить опухоль до 0,5 сантиметров. Лечение грозного заболевания проводится в несколько этапов с применением различных методов. Лекарственная или лучевая терапия, а также хирургическое лечение. Последовательность подбирается индивидуально под каждый конкретный случай. Хирургическое лечение под каждого пациента мы подбираем индивидуально, то есть в зависимости от возраста, в зависимости от локализации опухоли, в зависимости от сопутствующего заболевания и от гистологического заключения и заключения иммуногистохимического анализа. В последнее время мы сейчас начали использовать так называемые органосохраняющие операции. Это когда идет удаление опухоли предела здоровых тканей, но с сохранением молочной железы. Рак груди может быть диагностирован в любом возрасте. Однако после 65 лет риск образования опухоли в 6 раз выше, чем до этого. Но маммологи бьют тревогу, рак груди становится моложе. За последние 10 лет отмечается рост заболеваемости молодых девушек аж на 34%. Все чаще его диагностируют у женщин в возрасте от 19 до 39 лет. Вот и очередной случай тому подтверждение. У пациентки на операционном столе рак груди обнаружили на начальной стадии. Для нее врачи дают положительный прогноз выздоровления. Все эти аспекты мы сегодня будем проводить хирургическое лечение в объеме секторальной резекции и лимфодиссекции. То есть мы будем удалять только небольшую часть молочной железы с опухолью и с отдельным доступом будем удалять все лимфоузлы. Тем самым мы сокращаем период пребывания в больнице, сохраняем радикальность и оставляем орган сохранным и здоровым. Врачи призывают не бояться диагноза рак молочной железы. Наша медицина шагнула далеко вперед в лечении этого недуга. Ингушские врачи регулярно устраивают научно-практические конференции, где обсуждают актуальные в этой области вопросы. По традиции они проходят в октябре, в месяц борьбы с раком груди. В стенах онкологического диспансера пройдет региональная научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам. Мы эту конференцию назвали «Рак молочной железы». Просто о сложном, региональной особенности. Очень критически хотим дать анализ всей нашей деятельности, не только онкологического диспансера, но и всей онкологической службы, да и всего медицинского сообщества нашей республики. Врачи еще раз напоминают, чтобы лечение было успешным, важно самому держать руку на пульсе. Самое главное – не забывать заботиться о своем здоровье. Важно регулярно посещать маммолога и гинеколога, чтобы обезопасить себя от этого недуга. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.